Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 19 августа 2020 года. Посмотрим, что нам обещает день. Карта башни нам выпадает. Что будет помогать сердце? Что будет мешать букет? Это карта на отношения, на работу, на финансы и на здоровье. Будем подсказывать из Парижской Севиллы. Итак, нам выпадает карта башня. Обычно башня может говорить о нашем личном состоянии или о состоянии наших дел. Да? То есть это может быть вопросы, которые решаются с работой, с профессией, с начальством. Это может быть дела внешние, допустим, мы ходим по каким-то государственным учреждениям, инстанциям, это суды, налоговые, разного рода государственные учреждения. Либо у нас происходит какая-то работа внутренняя, когда мы себя как бы направляем, да, растим, может быть, какие-то свои способности, учимся и так далее, да, когда у нас повышается самооценка. Вот эти все темы будут проигрываться, может быть, сразу даже все, да. Ну, давайте еще по башне скажем, что вот конкретно может происходить. Может быть, сегодня будут, знаете, может быть, потребуется от нас, чтобы мы были все время на виду, чтобы мы говорили то, что хотим получить, да, то есть чтобы у нас прям цель явно наша прослеживалась. Может быть, придется показать свой характер, да, может быть, придется показать свой статус, может быть, где-то строгим, может быть, даже нужно будет быть, может быть, взять на себя ответственность, какую-то первую роль на себя взять, хорошее время для рекламы. В общем, вот такого типа у нас могут быть направления, темы, да, сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, суды, если, да, то это прям победа в суде. Это очень хорошая карта для того, чтобы вот как раз вот этой цели достичь. Если, допустим, покупаете сегодня что-то, то здесь только все статусное, дорогое, очень хорошо. Эта карта на недвижимость работает, то есть может быть сделка по недвижимости. И либо может быть продажа, либо покупка, либо может быть просто покупатель найдется. Это вторичное жилье, это не новые, да, это какие-то уже давно построенные здания, и скорее всего они без каких-то там особых изысков, да, вот просто обычное добротное жилье, где-нибудь в хорошем месте таком, может быть, в центре города, да, или в общем там, где престижно. Ну, также, может быть, кто-то покупает часы, кто-то покупает какие-то вещи, может быть, практичные, да, может быть, не такие красивые, но дорогие и практичные. Может быть, кто-то антиквариат даже покупает, продает сегодня. Ну, в любом случае, это карта результата, то есть результат сегодня будет. Хорошая карта для получения диплома, если вы заканчиваете учебное заведение, или, допустим, защита диплома, да, тоже на высоте все пройдет. Могут быть вопросы, связанные с родителями, особенно с родителями партнера, с родителями там супруга, да, вот у кого есть. То есть это, знаете, такие могут быть отношения довольно-таки прохладные, да, и могут быть решены какие-то вопросы сегодня, вот связанные с деньгами, со статусом, да, и так далее. Вот, может быть, кстати, здоровье родителей тоже тут может как-то привлечь внимание. Давайте посмотрим из Парижской Севиллы подсказочку, да. Супружеские узы, да, у нас здесь выпадает. То есть для кого-то это заключение брака. Я об этом, кстати, не подумала, да, официальное заключение брака, либо заключение сделки. То есть супружеские узы это как бы в отношениях, но эта карта тоже может говорить о том, что может быть достигнуто любое соглашение и официально зарегистрировано, да, в каком-то заведении государственном.
Эта карта говорит о том, что очень важно, чтобы были взаимные интересы, чтобы было взаимопонимание. Да? Для того, чтобы все было хорошо и удачно, нужно обязательно учитывать интересы сторон. Да? Вот смотрите, даже вот эти карты, которые по бокам, они тоже об этом говорят. Что будет помогать? Сердце. То есть, когда мы не материальный интерес какой-то имеем в виду, да, а когда мы хорошо относимся к человеку, когда мы расположены к нему, когда мы как-то душевные, может быть, разговоры какие-то ведем, да, когда нам приятно просто друг с другом общаться, сделки заключать, работать и так далее. В общем, будет помогать наше сердечное отношение к людям. Ну и к себе, конечно, тоже, да, когда у нас, допустим, есть какая-то цель, и нам трудно достичь, нужно поддержать себя как-то. И будет мешать букет, то есть, знаете, букет, он часто говорит о подарках и о том, что вот как-то само собой все разрешится. Поэтому вот не стоит рассчитывать на то, что все решится само собой, или что кто-то нам что-то должен дать, чтобы мы достигли своей цели. Вот через доброе отношение к людям и к себе мы можем сами эту цель достичь, сами все организовать, спланировать, может быть, организовать других людей для этого, да, привлечь, и тогда все будет хорошо. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях. Выпадает карта Айс, замечательная карта, которая говорит о том, что вот, возможно, какие-то действительно семейные тут дела решаются, родители, дети, да, рождение, приезды, отъезды, переезды, вот что-то такое очень важное. Сейчас мы посмотрим, что конкретно. В любом случае, это аисты всегда улучшение ситуации во взаимоотношениях. Может быть, даже неожиданно, да, неожиданные новости могут быть очень часто, перелеты какие-то. Итак, здесь у нас какая-то потеря, да, называется карта враг потери. Видимо, возможно, были какие-то сложности в семье, в отношениях, и вот теперь идет улучшение по аистам, да. А что могло быть? Могла быть критика, какие-то ошибки были. Может быть, была несправедливость в отношениях, да. И вот подождите немножко, все пройдет, все устаканится, да, устроится. А для тех, кто в поиске партнера, ревность и препятствия карта выпадает, неожиданные, скорее всего, в отношениях, да. Вот вообще эта карта говорит о том, что либо возвращается тот человек, с которым вы уже раньше были вместе, да, потому что здесь у нас именно вот возвращение любви карта обозначает, либо, знаете, ревность и ссоры останутся в прошлом, да, и чувства возобновятся, счастье придет, как-то крепнут ваши отношения. То есть получается так, что вы можете вернуться в прошлое, да, вот вернется прошлый партнер. Для тех, кто в паре уже, выпадает карта постоянства и почет. Карта говорит о том, что вы здесь уверены в себе, вы чувствуете, что вы сами себя уважаете, да, и что ваш партнер вас уважает, и что вы получили результат вот от каких-то совместных действий и очень этому рады. Действительно, здесь вот почет, да, может быть, на нас обращено внимание не только наших близких, но и нашей семьи, да, все нами там восхищаются, хвалят и так далее. Для тех, кто в ссоре, удача, счастье и судьба карта выпадает, то есть очень хорошая возможность для того, чтобы помириться, да, и знаете, вот нужно именно дружески отнестись к вашему близкому человеку, и вы решите любые вопросы. Ну и, конечно же, здесь может быть какой-то подарок, да, может быть подарок не материального характера, да, а может быть как раз вот то самое дружеское расположение, это будет подарок для вашего партнера. Теперь посмотрим работу. В работе корабль выпадает, очень хорошая карта для того, чтобы решать какие-то дела, связанные с финансами, с обучением, обретением каких-то профессиональных навыков, когда мы выходим за рамки привычного, когда мы какую-то цель свою важную осуществляем, достигаем чего-то, чего давно хотели, меняем вообще образ действия своего, да, меняем, может быть, цикл
может быть, новые какие-то клиенты, новая какая-то должность, может быть, да, то есть были на одной должности, вот сегодня вы можете, даже, знаете, может быть, сегодня будет какая-то такая работа, которая вас в дальнейшем продвинет. Ну и новые, конечно, могут быть люди, новое начальство может приходить, или вы можете менять, допустим, ну, какое-то подразделение, да, у себя на работе, у вас новое начальство появляется. Или, может быть, вы вообще переезжаете в другой регион, да, и, ну, может быть, командировка, да, назначаетесь, допустим, в другом городе. Но может быть очень хорошая ситуация, вот именно перемены к лучшему, что-то новое приходит, причем то, что давно ждали, да, паруса у нас тут алые. Для тех, кто в поиске работы, карта выпадает верности и преданности. Это значит, что нужно рассчитывать на друзей и на дружеское отношение с другими людьми для того, чтобы найти работу. Вот это может сыграть самую такую решающую роль. А для тех, у кого есть уже работа, карта говорит о том, что здесь карта богатства и изобилия выпадает. То есть вот эти новые вещи, которые происходят, да, перемены, они вот как раз говорят, что все будет к лучшему, к успеху, к деньгам, большим деньгам, да, и большим успехам. Также карта говорит о том, что будет какой-то труд, который принесет там денежки, да, какие-то удачные сделки. И еще карта говорит о том, что нужно обращаться к советам тем людей, которые к нам хорошо расположены, для того, чтобы у нас здесь все хорошо получалось. Для тех, у кого свое дело, письмо и перспективы выпадает в дополнение карта, а это значит, что какая-то счастливая полоса начинается, да, белая полоса. И будет шанс какой-то представлен именно сегодня, и даже то, что было плохое, обернется на пользу. И также карта говорит о том, что может быть даже вот те люди, которые хотели причинить вам какую-то проблему, какие-то сложности, да, принести в вашу жизнь, все равно ничего не смогут достичь, а все опять же вам на пользу оборачивается. Ну и вообще письмо, конечно же, говорит о том, что здесь вот какие-то известия очень хорошие, да, которые могут неожиданно прийти, и это будет очень приятно, да, тут такие цветы у нас, голубь несет письмо. Так, теперь посмотрим, денежки, выпадает Луна. Ну, обычно Луна – это у нас символ дома, символ семьи. Скорее всего, здесь либо деньги через семью идут, либо деньги идут на семью. Давайте посмотрим уточнение. Покровительство, да, скорее всего, от родителей, там, от партнера и так далее. То есть приходят деньги. Ну и также карты говорят о том, что наши собственные тоже способности, да, то, что мы вкладываем в дело, это тоже дает улучшение. Но здесь как-то больше не по деньгам идет, а по признанию наших творческих заслуг. Вот Луна, да, это вот творчество, то, что нам по душе. И также, может быть, на отпуск деньги, да, Луна, отдых у нас. Может быть, кстати, кто-то из ваших близких, друзей, тех, кто вам помогал обычно, они могут и сейчас прийти на помощь и вот именно финансовую поддержку оказать. Так, ну, может быть, знаете, вот за то, что вы возьмете, допустим, у кого-то деньги, вы за это будете, ну, как бы должны, скажем так. Ну, не в том плане, что деньги отдать, да, но, допустим, вы уже попадаете под влияние этого человека, так как он вам помогает, вы должны к нему прислушиваться, там, и так далее, да, все равно какая-то вот доля есть влияние. А для тех, кто на зарплате, дорога начинания карты. Здесь, значит, деньги, скорее всего, на семейные какие-то поездки, дороги, семейный отпуск, может быть, планы пока что, да, еще, и, может быть, там билеты покупаем или просто думаем, сколько нам нужно будет денежек. И если, допустим, нас поддерживают финансово, да, то вот будет обязательно успешно то, что мы задумали в деньгах. Так, теперь для тех, кто своим делом зарабатывает, выбор соперничества выпадает в сочетании с Луной, да. Скорее всего, здесь будет, знаете,
решен вопрос, который, может быть, долгое время не был прояснен, не был закончен, да, и, скорее всего, именно в бизнесе может быть какая-то, ну, так как это соперничество, да, допустим, конкуренция была, она, может быть, вас даже и продвинула, то есть заставила вас больше зарабатывать, может быть, почувствовать себя, ну, как-то способным заработать, да, способным проявить какие-то свои лучшие качества. В общем, здесь может быть как бы и плюс, так и минус, да, вот сочетание с этой картой. То есть, может быть, действительно что-то связанное с конкурентами вот по финансам будет неприятное, да, и придется делать какой-то выбор. Может быть, там, менять линейку продуктов, да, или что-то менять в услугах, да, чтобы не было, допустим, у вас конкуренции, и все это будет на деньгах отражаться. Но в любом случае здесь у вас все к лучшему, да, вы все сможете здесь решить, продумать, прояснить. Здоровье. Выпадает карта птицы. Обычно эта карта говорит о том, что нам не нужно держать в себе какие-то эмоции, какую-то информацию. Нам обязательно нужны люди, с которыми мы можем пообщаться, поговорить. И вот эти чувства, эмоции, они выходят наружу при разговоре, при общении. Да? И наше тело, оно как бы вот освобождается от излишней вот этой энергии, эмоций. И здоровье наше в порядке. Может быть, даже просто если вам как-то трудно, сложно, об этом нужно поговорить с близкими или там с друзьями. Ну, не то, что поныть, да, а вот просто высказать то, что есть, и все, и вам сразу станет легче. Вот если у вас есть такие люди, друзья, окружение близкое, да, то это очень хорошо. А также эта карта говорит о том, что на здоровье очень влияет общение, любое, да, обмен мнениями, беседы, телефонные звонки, встречи, переговоры, свидания какие-то, да, дружба. Даже, может быть, вы просто там не разговариваете, да, вот о том, что вас беспокоит, но просто вы встретились, пообщались, может быть, даже кого-то поддержали, и все. И у вас это благотворно вот на здоровье сказывается. Так, что... Давайте вот из этой карты, из этой колоды достанем карту, что она нам еще подскажет. Ожидание. Вот смотрите, скорее всего, у вас будет такой энергетический подъем за счет того, что какие-то ваши тут желания исполняются, причем они, может быть, как-то или легче исполнились, чем вы ждали, или быстрее, чем вы ждали. И поэтому у вас вот как бы в здоровье, наоборот, как бы в такой всплеск, очень энергично себя чувствуете, оптимистично. И, конечно, карта говорит о том, что нужно обязательно действовать, нужно обязательно общаться, да, вот чтобы энергия не застаивалась. Тогда здоровье будет в порядке. Так, обстоятельства, да. Еще просто достала карту, чтобы пояснить себе. Ну да, вот то, что мы говорили уже. Поговорить с другом, взять совет у кого-нибудь, допустим, по вашему самочувствию, да. И еще эта карта говорит о том, что от вас только зависит ваше здоровье. Захотите здоровье менять к лучшему, это вот только ваш личный выбор. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.